30 октября 1997 года на учредительном собрании Академии наук Абхазии был избран первый состав действительных членов, академиков, членов-корреспондентов. Старший научный сотрудник отдела истории Абиги Игорь Марухба был в тот период секретарем оргкомитета Академии наук. Как рассказывает историк, создание Академии происходило в нелегких послевоенных условиях, и преодолевали эти трудности абхазские ученые во главе с первым президентом Абхазии Владиславом Ардзенба. Его фактически основал первый президент, основатель нашего национального абхазского государства Владислав Григорьевич Ардзенба. Были очень трудности, потому что у нас по кворуму не хватало академиков. И нам пришлось, значит, из-за рубежа, из Северного Кавказа и самой России, из Москвы приглашать академиков, значит, их сделать участниками учредительного заседания и потом создали Академию наук. С вступительным словом к абхазским ученым обратился президент Академии наук Абхазии Шота Арстаа, который пожелал коллегам всяческого благополучия и новых научных достижений. С докладом о вопросах изучения новой истории Абхазии в абхазской исторической науке выступил кандидат исторических наук, замдиректора Абиги Сослан Салакая. Он отметил, что начиная с 30-40-х годов прошлого столетия история Абхазии оказалась под неусыпным контролем грузинских ученых и псевдоученых. Описать и говорить историческую правду было сродни борьбе на поле брани, на котором в буквальном смысле и оказались многие абхазские ученые в дни Отечественной войны народа Абхазии. Даже те книги, да, которые написаны с 20-х годов, то Симона Басария, Семена Шхацава, это деятель известный. Джаджария, его знаменитое письмо, да, 47-го года. Другие наши историки 50-х, 60-е, 70-е годы, которые были во главе национально-освободительного движения. В конце концов, в годы Отечественной войны, в том числе среди погибших, были историки, археологи, тот же Мучник-Варский, Виталик Бутба, Лаша Когония, многие другие, да, молодой, талантливый, вот все, Сергей Хамид, убых по происхождению и прочее. Ну и не только они. Историки и исторические проблемы во многом были в авангарде национального движения. В то время, в советскую эпоху, когда вообще невозможно было собираться, народные собрания, против советской власти что-то говорит, представители, лучшие сыновья абхазского народа тогда вели борьбу. И вот, к сожалению, она увенчалась кровью, войной, автоматом. Пришлось прогнать агрессоров, иначе это продолжалось бы без конца. И ярчайшей личностью именно здесь личность в истории очень-очень много значит. Именно благодаря Владиславу Ардзенба не это случилось, и Абхазия сегодня свободна. Помимо идеологической цензуры, которая в советские годы для абхазской науки была практически непробиваема, были и другие трудности. Лимит научных трудов был ограничен типографией. Сегодняшний день, как говорят ученые, освободил их от идеологического ценза, но зато прибавил материальные трудности. На Абхазию спускало всего 34 печатных листа. То есть, как видите, это мелочи, которые далеко не каждый год могли себе позволить абхазские историки писать какие-то серьезные публикации. И только лишь такие корифеи могли кое-как пробить там к Джаджаре и Налыпа какие-то выходы своих работ. Сейчас, конечно, в идеологическом плане сейчас больше свободы. Конечно, у каждого из нас существует своего рода внутренняя самоцензура, да, которая мы считаем, что это можно писать, не можно писать, но тут зато встречаются другие затруднения. Например, крайне затруднен выезд за пределы Абхазии. Вы знаете, что с нашим архивом, что с архивом АБНИ, с центральным архивом, то есть поиск фактических материалов, да, поехать в то же время в командировку куда-нибудь в Россию, это, хотя, скажем, идет навстречу дирекции института, но это гроши, которыми сложно работать. Как отмечают абхазские ученые, перед современной абхазской наукой сегодня стоят новые задачи, не менее сложные. Для дальнейшего развития нашим научным центрам, имевшим когда-то всесоюзную славу, необходим выход на международный уровень, подчеркивали они. Всего в ходе научной сессии прозвучало 13 докладов, касающихся истории, географии, биологии, экологии, агрохимии и цитрусоводства Абхазии. Рустам Зантария, Турник Амичба, Абаза ТВ.